Добрый день, уважаемые избиратели. Я хотел бы обратить ваше внимание на внешний вид нашей повседневной жизни. Вроде бы ничего, строятся социальные объекты, школы, детские сады, спортивные объекты, дорога. Но все это хорошо. Это только внешний вид. А вот давайте мы посмотрим внутренность нашей повседневной жизни. Если пойти в село, там зайдете в магазин, есть там долговой тетрадь. Люди там в долг берут продукты до пенсии. И когда пенсии получают, они все дают в магазин. И дальше. И мне говорят, когда пенсии не хватает, осенью они забивают скот сдают, и час выручки опять в магазин. Это наша повседневная жизнь. В больницах платная услуга все больше и больше. В учебных заведениях платных мест все больше. И стипендия у наших студентов, начиная от среднего специального образования, если возьмем, месяц 1940 рублей. Это академическая стипендия. В высших учебных заведениях 5800. Ну и когда, значит, отличник в среднем образовании 2640, в высших образованиях 7800. Ну представьте себе, за эти деньги как можно полноценно жить и учиться. А пенсии наши какие? Пенсии у нас сегодня 16-22 тысячи, а то и меньше у некоторых. У пожилых людей их немного, более 30 тысяч рублей. Заработная плата наших учителей. В сельской местности в основном малокомплектные школы в поселениях. У них средняя зарплата 40 тысяч. Это минимальная зарплата. Минимальная. Вот давайте сегодня я могу привести пример. Раньше как оно было в 90-х годах, 80-е годы, да? Минимальная зарплата была 70 рублей. Если так, то наши работники образования в сельской местности получают по советской мерке 70 рублей. А в советское время это зарплата уборщицы была. Самая минимальная, низкоквалифицированная работа. Вот такая у нас сегодня повседневная, дневная, внутренняя жизнь. Нигде ничего не хватает. Долги. У нас на среднем одну душу жителей республики 608 тысяч кредитованы. Мы так закредитованы. По размерам закредитованности мы занимаем 3-е место по всей России. Поэтому, почему мы идем на эти выборы? Что мы хотим? Пенсия, чтобы была нормальная. В советское время 120 рублей была пенсия. Если минимальная зарплата 70, пенсия 120, сегодня минимальная зарплата 40 тысяч, пенсия должна была быть 70 тысяч. По советским меркам, по сегодняшним деньгам мы должны были получить 70 тысяч рублей. Зарплата то же самое. Поэтому, значит, наша партия, КПРФ, мы за социальную справедливость. Пенсия увеличит, стипендии увеличит, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. Уважаемые избиратели, переходите 10 сентября все на выборы, голосуйте за КПРФ.